Добрый вечер, вы смотрите Якутия Лайв, проект «Мой доктор», с вами Иван Луцкан. 2022 год в Якутии был объявлен главой республики годом матери. А это значит, что вопросы женского здоровья наиболее актуальны. И сегодня мы поговорим о женском здоровье с врачом-акушер-гинекологом, заведующей кафедрой акушерства и гинекологии Медицинским института Северо-Восточного федерального университета, доктором медицинских наук, профессором Розой Дмитриевной Филипповой. Добрый вечер, Роза Дмитриевна. Добрый вечер, Иван Петрович. Ну, давайте поговорим, насколько тщательно стали следить за своим здоровьем женщины. В наше современное время, в наше современное. Ну, я хочу, наверное, я сама рада этому и хочу обрадовать, наверное, население нашего города Якутска, и всей Российской Федерации, что в последние годы наши женщины стали более внимательно относиться к своему здоровью. Но это, видимо, время само требует, потому что в современное время женщина должна выглядеть, конечно, лучше того возраста, в котором она находится. Это как бы такая обязательная необходимость для любой женщины, думаю. И у нас есть условия для этого. Условия какие? Во-первых, у нас есть диспансеризация, плановая диспансеризация. То есть женщина должна следить за собой, и она должна обязательно показываться, докторам. Помимо этого, у нас сеть частных клиник, к которым тоже можно обратиться, и проконсультировать свое здоровье, например. Для чего нам нужно следить за своим здоровьем в наше время, в 21 век? Потому что у нас скорость уже очень высокая. Мы должны успевать за этим временем, и мы должны соответствовать этому времени. То есть наши дети растут, они тоже должны быть в ногу со временем, и они должны видеть своих родителей молодыми и здоровыми. Я думаю так. Поэтому у нас и возможности, и желание женского населения есть обратиться к врачам, акушер-гинекологам. Это в первую очередь, и к другим специалистам по необходимости, по показаниям. И я думаю, что именно в последнее время, почему это так важно? Потому что, во-первых, мы пережили такую пандемию, 2 года, и, конечно, было, сказывалась, эта инфекция и на женском здоровье. И поэтому сейчас очень важно, любой женщине, даже без каких-то заболеваний, планово показаться своим специалистом. Я думаю, это очень здорово. И то, что у нас сейчас развивается, информационные сети, социальные сети, развиваются. Интернет доступен сейчас стал, Поэтому женщина в любое время может обратиться, сначала, в информационные сети, решить для себя какие-то вопросы, а потом уже с конкретными вопросами прийти к своему доктору. Я думаю, это очень здорово. Роза Дмитриевна, у вас за спиной колоссальный опыт работы в сфере акушерства и гинекологии. Вы руководитель перинатальным центром и долгое время заведуете кафедрой. С какими проблемами чаще всего сейчас обращаются женщины? Что их волнует в первую очередь? Какие-то изменения во временном интервале есть или нет? Допустим, в 90-е с одними проблемами, в 2000-х с другими проблемами, а сейчас совершенно с третьими. Сейчас есть изменения. Какие изменения? Чаще всего, так как я еще раз говорила о том, что мы живем сейчас в 21 веке, век технологий, и женщины стали больше обращаться не с запущенными заболеваниями, как это было ранее, а именно с планированием своего здоровья. Стали чаще обращаться по этим вопросам. И, к сожалению, наш регион относится к северным регионам, а к регионам, где очень, короткий световой день в зимнее время, длинная зима, поэтому женщины к нам чаще обращаются с нарушением менструального цикла. Это еще такая у нас проблема есть. И вторая проблема, даже не проблема, наверное, я радуюсь, когда женщина обращается по этому поводу, по поводу планирования семьи. То есть как запланировать свою семью, свою беременность для того, чтобы эта беременность протекала благополучно и родился желанный и, самое главное, здоровый ребенок. Эти вопросы, когда женщина обращается с этими вопросами, они очень приветствуются докторами, и мы, конечно, идем навстречу в таком случае. И помимо этого, у нас сейчас, так как женщина, современная женщина, она сейчас откладывает несколько свою репродуктивную функцию, занимается карьерой, учебой занимается. И наши женщины стали
значит, количество детей в семьях уменьшилось. И поэтому сейчас обращаются по поводам контрацепции. Это второй вопрос. Ну и, к сожалению, в связи с тем, что женщины стали рожать меньше, обращаются вот с такими заболеваниями, значит, как миома матки, как эндометриоз. Да? То есть раньше, если эти заболевания встречались реже, то в настоящее время в связи с тем, что женщина откладывает свою репродуктивную функцию, эти заболевания стали встречаться более часто, так как и нарушение менструального цикла. То есть это все связано с детородной функцией. То есть сразу возникает решение проблемы. Рожайте раньше. Не откладывайте. Ну, не раньше, но вовремя. Я так хочу вас поправить. Рано рожать тоже организм женский должен созреть к беременности, да, и самый, оптимальный возраст считается у нас вот после 18 лет, когда физически организм девочки уже готов, к девушке готов к родам и к вынашиванию беременности, да, вот к 18 лет. Ну и как можно раньше, но сейчас мы понимаем, что сейчас учеба все-таки, да, на первом месте. Вот. И если раньше, вот буквально 10 лет назад, если я говорила, что женщина первые роды, первую беременность должна родить до 25 лет, я так говорила. А сейчас... Я не помню это из курса лекций, который вы нам читали. Да. А сейчас я говорю уже о другом. Я говорю о том, что женщина должна родить до 28 лет первого ребенка. Первого ребенка до 28 лет. Ну, вы как врач, наверное, меня поймете. Почему так? Потому что, во-первых, багаж хронической патологии, хронических болезней, которые женщина за свой промежуток времени жизни накапливает, он, конечно, меньше становится, до 20-25 лет. То есть. Вот. Ну и вот с каждым годом, к сожалению, мы болеем какими-то болезнями, и это все может сказаться на беременности. Поэтому откладывать первую беременность, да, после 28 лет — это очень высокий риск. Или надо очень хорошо следить за своим здоровьем, да, и заниматься профилактикой, и быть здоровым человеком на 100%, тогда, да, пожалуйста, и в 30 лет рожайте. Да? Вот. Но это бывает очень редко, потому что мы же зависим от обстоятельств, да, вот от тех же причин. Вот та же пандемия, например. Да? Хочешь, не хочешь, но вот у нас вот большое количество населения переболело этой инфекцией, и вот оно сказалось на здоровье. Вот поэтому это, конечно, имеет очень большое значение. Поэтому я считаю, как врач-акушер, гинеколог, хочу еще раз сказать, что первого ребенка нужно рожать в молодом возрасте, когда организм молодой, здоровый, когда женщина может хорошо перенести саму беременность 9 месяцев. Ну и, конечно, она физически должна быть сильной, да, чтобы выносить беременность. И самое главное — родить без проблем ребенка. То есть она должна быть готова не только, значит, чтобы у нее не было хронических заболеваний, но она и должна быть готова физически. Если наши мамы, бабушки, например, да, они занимались физической работой, да, ведь все время. Но сейчас вот, мы живем, да, в современном мире, вот, да, и сейчас, вот, например, да, у нас стиральная машина, у нас посудная машина, например, да, то есть все физические манипуляции по дому, они у нас облегчаются. Тоже мытье полов, да, сейчас пылесосы, любой пылесос, пожалуйста, да, любого качества. А это снижение физической нагрузки у женщины, поэтому она должна заменить, да, вот если у нее физическая нагрузка по дому уменьшается, она должна сделать это, например, физической зарядкой, определенными упражнениями до беременности, во время беременности, ну и, конечно, после беременности. И поэтому она должна рожать в молодом возрасте. Поэтому еще раз хочу сказать, что до 28 лет первого ребенка. Надеемся, через 10 лет вы не скажете, что в 32. Нет. Но все-таки природа есть природа. Да, вот, моложе мы не станем. Организм наш все равно определенные года сказываются на нем. Поэтому я думаю, конечно, медицина идет вперед. И сейчас у нас рожает, конечно, женщины и в более позднем возрасте. Но это тоже решение определенных проблем. Вообще, как часто нужно обращаться к гинекологу женщинам, если бы она не испытывает никакой симптоматики со стороны органов и нет никаких болевых ощущений, никаких выделений? Вот ваш совет. Ну, это даже не совет, это у нас есть даже вот приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации, есть клинические протоколы, да. Значит, женщина должна обязательно 1 раз в год, 1 раз, это минимум 1 раз, а так в лучшем случае 2 раза в год, да, показаться врачу-акушер-гинекологу в обязательном порядке с обязательным сдатием мазков.
мазков на онкоцитологию. И она должна пройти ультразвуковое исследование 1 раз в год. Это в обязательном порядке. Поэтому наше первичное звено, оно как бы нацелено на это, да, и приглашает наших женщин обязательно раз в год на обязательную диспансеризацию. Я думаю, это очень здорово. Но если вот по работе, как бы у нас это обязательный медосмотр бывает, да, эти сотрудников, вот, но и помимо этого, значит, у нас еще есть и такие организации, которые помогают женщинам выполнить это в любое удобное для них время. То же самое частные клиники. И у нас есть вот «Белая роза», например, да, то учреждение, которое занимается именно вот диспансеризацией женщин и выявлением каких-то вот патологий у женщин. Вроде бы пока никаких симптомов нету, то есть женщина ничего не ощущает. Но, к сожалению, это может быть уже. И поэтому надо обязательно 1 раз в год. Потому что если, например, какое-то заболевание мы сразу чувствуем, ну, по лицу, например. Если я кашлю, я сразу пойду к терапевту. Или, например, у меня нос там заложило, я пойду там к лор-врачу или еще что-нибудь. А, к сожалению, женские органы, они находятся в глубине малого таза. То есть не всегда будет клиника, да, и это не видно, да, вот так вот, если, например, на вид посмотреть. То есть это нужен обязательный осмотр, гинекологический осмотр женщины. Поэтому она обязательно должна быть 1 раз в год у врача, акушер-гинеколога. В обязательном порядке. Первый осознанный поход к врачу, гинекологу, девочки должны совершать лет так 12-13. Ну, осознанный. Но у нас сейчас опять девочек осматривают и в детском саду. То есть у нас есть детский гинеколог, который в обязательном порядке, ну, конечно, с разрешения родителей. Вот я хотел эту тему затронуть по поводу разрешения родителей, потому что сам лично сталкивался и в практике, когда мамы приходили, говорили, вот, вроде бы согласие дали, я не знала, что там будет гинеколог, я была бы против. Вот почему иногда противятся родители, с чем это связано? Ведь это все-таки здоровье детей. Но они просто, видимо, девочка потом рассказывает, что были какие-то болезненные, может, она была не подготовлена, например, да, и испытывала какие-то болезненные, значит, ощущения. И потом она вот маме, значит, она пожаловалась, что вот мне было больно, например. Ну, как делается это правильно и цивилизованно, да? Во-первых, мы ставим маму, должны обязательно в известность поставить о том, что будет осмотрено у женщины, у девочки, у маленькой девочки будут осмотрены, значит, половые органы, да, и там без никаких манипуляций, например. То есть девочка должна быть подготовлена, как мамой должна быть подготовлена, так и врачом, который проведет этот осмотр. То есть, ну, мы сейчас вот, ну, у нас в университете, например, да, есть специальный фантомный класс. Да? Вот. А на приеме, например, да, вот показывают, да, перед тем, как женщину положить на кресло, вот есть специальный фантом. И показывают, что будут делать, да, как будут делать. Мы чего боимся? Мы боимся того, чего мы не видим. Да, ведь? Вот мы больше всего какое кресло боимся? Стоматологическое и гинекологическое. Потому что... Во втором не сидел, не знаю, но в первом да. Да, ну потому что не знаешь, что с тобой делают, да, ведь? Но сейчас у стоматологов появилось зеркало, телевизор, да, то есть там можно посмотреть, что с вами делают, да. А у гинекологов, к сожалению, да, женщина не видит, что у нее с ней делают, но сейчас у нас появились тоже современные осмотры, при которых женщина тоже при помощи видеосвязи контролирует свой осмотр. То есть это такое уже есть. Но у нас пока в республике такого нету. Вот. Ну, то есть мы должны объяснить женщине, что это совершенно безболезненная процедура, что мы будем осматривать, как мы будем осматривать, и что это совершенно безболезненно. И тогда эта манипуляция пройдет, осмотр пройдет совершенно свободно. И для девочки маленькой, и для девушки, и для женщины. А мама должна присутствовать при осмотре? А при осмотре, в зависимости то от желания девочки, если это в детском саду, и мамы. Да? А вот иногда, ну, маленькие девочки всегда маму, конечно, хотят, чтобы мама была. Пусть, да, мама будет на осмотре обязательно. Это в обязательном порядке. То есть это никак не... А вот когда девушка, например, ну, в 15, в 16 лет, они должны с мамой говорить осмотр перед тем, как прийти к врачу-акушер-гинекологу. И если девочка не противится, чтобы мама осмотрела, была в присутствии, то да, мы пускаем маму обязательно в любом случае. Если в момент осмотра гинекологом выявляются признаки половой
Инфекции. Неприкосновенности. Неприкосновенности. Обязан ли врач сообщить соответствующий орган? Нет, значит, если это, значит, не было, ну, жалобы нету, например, да, если это девушка уже, например, да, ну, пусть даже 16 лет, например, да, это как бы, ну, относится к разделу врачебной тайны. Врачебной тайны, да. Если это вот будет жалоба со стороны мамы, со стороны девочки, это уже другой вопрос, это уже юридический вопрос. Тогда да, мы оповещаем службы. Потому что некоторые боятся вот этого. А девочки боятся, например, да. Но и сейчас вот, ну, мы понимаем, что мы, если раньше это была закрытая тема, да, то сейчас благодаря, значит, ну, тем же информационной сетям, да, тому же интернету, например, да, мамы знают, например, что девочка может начать половую жизнь задолго до своей половой зрелости, например, да, то есть это как бы, ну, это статистика такая. Вот мы ходим, например, лекции читаем в школах, мы знаем, что определенный процент, и он довольно большой процент девушек уже ведут половую жизнь, например, да. Вот. Иногда, конечно, они родителям не рассказывают, но врачу, акушер-гинекологу они об этом говорят, потому что они уже информированы, они уже грамотные в этом плане. И поэтому иногда, да, может быть, если женщина, молодая девушка, не желает, чтобы мама присутствовала, да, мы идем навстречу, значит, пациентке молодой и объясняем это родителям. Это родителям. Теперь о ВПЧ. Да, вирус папилломы человека. Очень много было проделано работы и по вакцинации девочек. Насколько это фактор риска при возникновении рака шейки матки? Ну, это уже как бы доказано, что, значит, заболеваемость вирусом папилломы человека приводит к раку. К раку, ну вот, чаще всего шейки матки, конечно, да. Вот. И он у нас протекает совершенно в начальных стадиях бессимптомно. Бессимптомно. Вот. Но вирус папилломы человека это встречается у женщин, которые ведут половую жизнь уже, да, которые живут половой жизнью, например, да. Вот. И у нас есть, ну, метод как бы профилактики вируса папилломы человека, это вакцинация. Вот. Ну, вакцинация проводится девушкам, которые не живут, не жившие половой жизнью, это вот в 10-11 лет обычно, да, рекомендуется провести. Ставится в известность мама, ставится в известность девочка, и только согласие родителей проводится эта вакцинация. Ну, значит, в цивилизованных странах, да, в наших центрах, например, западных центрах, да, эта вакцинация, и у нас в Якутске, да, она проводится спокойно и бесплатно проводится. И наши, значит, молодые мамы, имеющие молодых девочек, да, в смысле, они с удовольствием идут на эту вакцинацию. Почему? Ну, во-первых, уже, значит, доказано статистически, что, во-первых, практически нет побочных эффектов от этой вакцинации. Но девочка будет в последующем защищена от вируса папилломы человека. Но это не 100%, конечно, да, ведь. Вот. Но вот для того, чтобы женский организм справился с этим вирусом папилломы человека, нужна хорошая, сильная иммунная система. Да? То есть ответ должен быть. То есть мы все подвержены этой вирусу папилломы человека, как мужское население, так и женское население. Да? То есть много разновидностей этого вируса папилломы человека. И встречаясь с ним, кто-то просто является носителем, кто-то не подпускает к себе, то есть не пропускает этот вирус, да, а кто-то, к сожалению, заболевает. А это связано полностью от состояния иммунной системы. То есть как организм реагирует на этот вирус папилломы человека. То есть наш иммунитет должен контролировать, да, значит, размножение этого вируса. И наша иммунная система даже может подавить этот вирус папилломы человека. То есть мы должны быть сильными и здоровыми именно вот для такого заболевания, как вирус папилломы человека. Вот как раз плавно перетекаем к онкологии, в гинекологии. Насколько сейчас часто выявляется на обычных амбулаторных приемах онкологические заболевания по женской части? Ну, к сожалению, встречается довольно часто. Да? Значит, онкологические заболевания женских половых органов. Ну, у нас в Республике Саха-Якутия, ну, на первом месте это молочная железа у нас, да, шейка матки идет, значит, рак яичников у нас идет. Но это с чем связано? Это связано с особенностями нашей республики. Да? Но наша республика, она очень большая.
очень большая республика. И вот, значит, транспортная схема, да, не позволяет женщинам отдаленных, значит, районов показаться вовремя врачу, акушер-гинекологу, выезжать онкоцитологию. Вот в связи с этим, значит, вот связано. Поэтому я вот пользуюсь, значит, данной передачей. Хочу сказать женщинам, которые, значит, живут далеко, в отдаленных северных районах, да, когда они приезжают в город Якутск, пусть они обязательно приходят на прием, значит, к акушер-гинекологу для сдачи вот этого мазка на онкоцитологическое исследование в обязательном порядке. И вот эта маршрутная схема, она как бы, значит, не позволяет нам выявлять рак в нулевой и первой стадии. А мы обязаны выявлять. Это же мы можем увидеть, ну, хотя бы при помощи осмотра, но это рак шейки матки, он видим. Да, то есть мы его должны выявлять в ранних стадиях. И в ранних стадиях он полностью излечим, рак шейки матки. То есть вот это имеет очень большое значение. У нас, к сожалению, пока выявляемость, значит, раком шейки матки, к сожалению, второй и третьей степени. То есть это уже как бы такие случаи, которые потребуются очень много вмешательств, как со стороны врачей-онкологов, так и со стороны женского организма. Но сейчас, значит, у нас есть, значит, методы лечения данного рака, и есть хорошие результаты. И выживаемость при раке шейки матки, она у нас стала больше 5 лет. В Якутии очень суровый климат, холодно, соответственно, влияние на женский организм тоже достаточно серьезное. Какой бы вы совет дали нашим молодым, в том числе девушкам, для сохранения своего женского здоровья? Ну, наверное, это не я совет должна дать не молодым женщинам и девушкам, а, наверное, главам муниципальных районов, да, нашей республики. Ну, в городе Якутске, конечно, у нас благоустроенные туалеты, теплые туалеты, да, но в районах, к сожалению, эти туалеты у нас холодные. Это не секрет, как бы, да, мы об этом знаем. И поэтому мне хотелось бы, сейчас вот вводятся новые школы у нас, да, чтобы при этих школах обязательно были у нас в зимнее время работали, значит, теплые туалеты. Это имеет очень большое значение как для женского здоровья, и так и для мужского здоровья. Но все начинается с чего? Значит, холодный воздух, да, вот, и инфекция, которая, значит, при вот таком состоянии, она, к сожалению, ведет себя агрессивно, эта инфекция, и вызывает заболевания, воспалительные заболевания женских половых органов. То есть девушки страдают, конечно, в большей степени, потому что, ну, сама вот биология женского организма, да, она вот, к сожалению, должна быть защищена. И, кстати, у предков народностей Саха, да, вот, женщина, да, она вот, значит, выполняла свои естественные нужды в теплых условиях. Ну, вот если завершить блок гинекологию и перейти плавно к хорошему такому блоку акушерства, да, значит, беременности, ведению беременных. Как правильно подготовиться к беременности? Вот очень правильный вопрос. Витамины. Да, очень правильный вопрос, потому что вот чаще всего приходят, когда к гинекологу, когда уже есть факт беременности. Да? Но сейчас я хочу, ну и население у нас уже умное, и уже пошли такие, значит, пары, которые приходят к нам до беременности. И мы очень радуемся таким парам. Да? Почему? Вот именно приходит пара. То есть супружеская пара, молодая супружеская пара, они планируют беременность, они правильно планируют, потому что ребенок у нас на 50% зависит от, значит, женского организма состояния и на 50% от мужского состояния. То есть не только женщина должна пить витамины и готовиться к беременности, но и мужчина, потому что он передает 50%, значит, генов. Да? И если он здоров, если он хороший, то, соответственно, будет и ребенок здоровый. Вот, поэтому, значит, планировать семью должны оба родителя, не только девушка. Значит, должны прийти оба. И желательно, конечно, прийти до начала беременности. Еще раз хочу сказать. Вот, значит, ну, умные, цивилизованные страны, они, значит, стараются, чтобы во время беременности женщина не принимала никаких лекарственных препаратов, даже витаминов.
Да? То есть все это должно быть естественно, с едой должно поступать, правильное питание должно быть у женщины. То есть здесь подключается диетолог. Да, диетолог. Но мы должны насытить свой организм витаминами до наступления беременности. То есть минимум за 3 месяца, за 6 месяцев супружеская пара должна принимать комплекс витаминно-минерального таблеточек, которые содержат не только, значит, витамины, но и минералы. Это для того, чтобы беременность протекала здоровой. Ну и потом, значит, вот с планированной беременностью уже подходить к врачу-акушер-гинекологу. Это будет самое правильное решение. А вот готовиться к родам надо по роликам в интернете или же все-таки ходить на школы? Ну, ролики в интернете — это тоже хорошо, но они грамотные должны. Мы должны смотреть грамотные ролики. И, значит, ну вот как у нас раньше было, даже вот в эпоху отсутствия интернета, информационных сетей, например, да, у нас мама и бабушка передавали опыт молодой девушке, что ей предстоит, как ей предстоит, чтобы она была знакома, да, вот со всеми, значит, изменениями в ее организме. И во время родов что с ней будет происходить. То есть они не были неграмотными. То есть это все передавалось от родителей, да, от мамы, от бабушки в первую очередь. Вот. И они подсказывали, как правильно вести себя в родах. Ну, вот вы сейчас правильно говорите. Сейчас у нас подсказывает интернет. Но интернет бывает разный, да ведь? Поэтому лучше всего, значит, провести правильную профессиональную консультацию врача-акушера. Да? Ну, во-первых, у нас есть и группы создаются, например, по правильному ведению беременности, родов, послеродовому периоду. Да? Вот. Ну и дистанционно — это все-таки дистанционно. Это хорошо, но это должно быть добавком к, значит, непосредственному общению, прямому общению врача и беременной женщины. Вот. Ну и я, наверное, для женщин хочу сказать еще одно. Ну, все-таки гинекология, акушерство — это интимная сфера. Да? Вот. С акушер-гинекологом должна быть такая вот создана психологическая связь. И иногда молодые девушки, они даже больше рассказывают врачу-акушер-гинекологу, чем маме, например. Да? И любая женщина должна найти своего врача-акушер-гинеколога. Не зря у нас, например, в поликлинике вот территориальный принцип, да и распределены врачи-акушер-гинекологи. И вот врач-акушер-гинеколог, который наблюдает беременность, он в течение 9 месяцев, ну и больше, наблюдает за этой женщиной. Да? То есть непосредственно. Вот. И я считаю, это правильно. И у нас есть даже такое понятие, как, например, выбор беременной женщины женской консультации. То есть она может выбрать не по территориальному признаку, она пишет заявление. Она сертификат туда, да. Консультация потом получает финансовую. Да, я не заинтересованы врачи, значит, женские консультации, чтобы, да, получать, ну, определенные, значит, материальные, значит, финансирование для женской консультации. И поэтому они заинтересованы, чтобы беременные из женской консультации не уходили. И поэтому контакт с врачами устанавливается, ну, я думаю, в большинстве случаев. Бывает иногда, редко, конечно, такие ситуации, когда мы идем навстречу, да, и она идет, значит, не по территориальному признаку, а по заявлению к своему врачу-акушер-гинекологу. Вот вопрос есть от зрительницы. Стоит ли брать с собой мужа на роды? Ну, если муж согласен. Падают они в обморок? Нет, не падают? Падают в обморок, да. Мужчины слабенькие. Слабенькие. Мужчины слабенькие, но это природа так и сделана, да. И хорошо, когда муж присутствует в родах. Очень хорошо. Но перед этим они должны пройти определенную, значит, школу. Да, вот у нас называется школа матери и ребенка, да, например, проходят. Или школа подготовки к, значит, родам. И должны проходить оба. То есть если они идут на партнерские роды, они проходят оба. То есть супруг уже тоже знает, да? Супруг тоже знает, что предстоит испытать. То есть но чаще всего я приветствую, когда супруг находится в первом периоде родов, самый болезненный, самый длительный период родов, когда происходит раскрытие шейки матки. И когда рядом, значит, родной человек, близкий тебе человек, женщина переносит этот период, ну, лучше. А на второй период это уже по согласию.
по согласию. Чаще всего, значит, мужчины на второй период родов, они и супруга тоже как бы не договаривается, и он не присутствует в родах. У изголовья чаще всего стоит, но может перерезать пуповину, например, если он подготовлен. А физически, значит, некоторые женщины, ну там крики, конечно, стоны, они не выдерживают. И они в этот период они находятся в специальной, ну там вот комната для них подготовлена, где они приходят в себя. Вот по поводу средств контрацепции, да, какие способы вы все-таки посоветовали безопасные применять как мужчинам, так и женщинам? Ну, в первую очередь, вы сказали безопасные, но самый безопасный — это, наверное, физиологический метод контрацепции. Женщина, которая хорошо знает свой менструальный цикл, она может отрегулировать свою половую жизнь, да, и пользоваться только своим физиологическим состоянием. Вы поняли меня, да? Да, то есть жить половой жизнью в тот период, когда нет яйцеклетки в организме женщины. Но она должна хорошо знать свой организм. Но у нас сейчас появились, вот тесты на беременность же есть, а сейчас тесты на овуляцию появились в аптеках. То есть это вполне реально в наше время сделать. Это самый безопасный метод. Но, к сожалению, эффективность этого метода, ну, к сожалению, всего 70%. То есть 30% может Да, выступать. учитывать еще срок жизни сперматозоида. Да, и да, сперматозоиды, к сожалению, до 5 дней, даже до недели живут в женском половом тракте. И клетка тоже, как бы, она может немножко пораньше выйти, немножко попозже яйцеклетка, да? Овуляция произойти у женщины. Поэтому вот есть какие-то нюансы. Вот. Ну и потом безопасный метод — это, конечно, вот механические методы контрацепции, это презерватив, да, но там тоже, значит, вероятность, эффективность этого метода низкая, да, все равно. Вот. А самым эффективным, это по литературным, по научным данным, считается прием комбинированных оральных контрацептивов. Если женщина хорошо принимает, значит, не избивается прием этих препаратов. Но у нас еще есть гормональные препараты, которые вводятся, например, да, париетально женщине. Ну, тогда практически это 98%. Насколько это безопасно в последующем для здоровья? Ну вот поэтому, да, вы правильно сказали, я не отношу этот метод к безопасным методам, потому что он гормональный, это таблетки гормональные, да, поэтому нужна обязательная консультация врача-акушер-гинеколога. То есть мы не должны принимать эти таблетки, женщины, если моя соседка, сестра принимает эти таблетки. У вас организм разный, поэтому вы должны пойти к врачу-акушер-гинекологу и выбрать определенный вид таблеток для вас, безопасный. И гормональная контрацепция противопоказана при некоторых заболеваниях. То есть это вот такой очень осторожный метод, хотя эффективность у него хорошая у этого препарата. Не могу не затронуть тему медикаментозного аборта. В каких условиях его надо проводить и кому он показан? Ну, медикаментозный аборт, ну, это вот, наверное, ну, благо для женщины, да, он делается в определенные сроки беременности, да, то есть это уже рано. Но сейчас, благодаря ультразвуковому исследованию, мы диагноз беременности выявляем на ранних сроках беременности, то есть в этом вопрос не стоит. Вот. И, ну, там тоже принимаются гормональные таблетки, то есть которые изменяет, значит, гормональный профиль беременной женщины. И благодаря этому происходит выкидыш. То есть медикаментозное прерывание беременности. То есть это таблетки гормональные. То есть это тоже осложнение может быть. Поэтому аборт, он есть аборт. Лучше не допускать. Вот, я к этому хотел подвести. А самый эффективный, стопроцентный метод контрацепции — это хирургическая контрацепция. Но это когда, например, женщина выполнила свою функцию и родила, например, запланированных, ну, 5 детей или 6 детей, и она, возраст уже подошел, но все равно она может еще забеременеть, она может провести перевязку маточных труб лапароскопическим путем. Но все-таки это под наркозом, это операция. Я думал, вы сейчас скажете, что самое эффективное — это не вести половую жизнь. Нет, мой хороший, нет, ну почему? Это же физиология. А самый эффективный, стопроцентный метод — это хирургическая стерилизация мужчин, супругов. Самый легкий, самый проводится под медицинским обезболиванием. И да, и в цивилизованных странах он, вот, например, имеет большую распространенность. А у нас не только в Республике Саха-Якутия, но и в Российской Федерации этот метод не нашел применения. У нас остается минута буквально, да? Вот тут вопрос один есть. Как вы относитесь к эстетическим операциям по увеличению, например, груди? Насколько это оправдано и насколько это будет потом влияние в последующем на грудное вскармливание? Ну, я отношусь к этому, как врач-акушер-гинеколог, несколько отрицательно. Почему? Потому что все равно там имплант,
и он будет мешать грудному вскармливанию. Как бы там пластические хирурги, они заинтересованы, они будут говорить, что были все... заинтересованы. Да, они будут говорить, что все хорошо, что не помешает грудному вскармливанию. Но на моей практике, к сожалению, грудное вскармливание очень затруднено вплоть до перевода ребенка на искусственное кормление. Поэтому, значит, грудь мы... Пока молодая женщина, у нее грудь красивая, да, ведь? Но потом уже с возрастом происходят возрастные изменения. Но женщина уже выполнила свою репродуктивную функцию, и вот в более позднем репродуктивном возрасте она может провести пластику. А так к пластике я отношусь положительно, как и к пластике, значит, наружных половых органов. Сейчас это уже тоже актуальная тема у нас. Вот. И этим пользуются наши молодые девушки. Спасибо вам большое, Роза Дмитриевна, что подошли в этот вечер к нам на программу. Хочется пожелать вам удачи, ну а нашим дорогим дамам хочется напомнить, чтобы вы берегли свое здоровье, это очень важно, проходили диспансеризацию, обращались к акушерам-гинекологам, не боялись этого, потому что от этого зависит в первую очередь ваше здоровье, ну и здоровье ваших будущих детей. На этом выпуск программы «Якутия Лайф. Мой доктор» подошел к концу. Меня зовут Иван Луцкан. Оставайтесь вместе с нами, смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия. Всего вам доброго и здоровья.